Мгм. Ну, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Игушева Анна Ивановна. Я работаю методистом в лаборатории развития этнокультурного образования. Сегодня мы с вами поговорим об организации проведения республиканского конкурса творческих работ в области этнокультурного образования. Этот конкурс мы проводим каждый год. И в этом году мы посвятили ее 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводится в целях развития творческой деятельности и профессионального мастерства педагогов в области преподавания предметов этнокультурной направленности. Этот конкурс мы начали еще в июне, и прием конкурсных материалов продолжается до 30 сентября. Вы можете присылать свои конкурсные работы на электронный адрес comiconкурс2020@kriro.ru. Затем до 10 октября жюри проведет экспертизу конкурсных материалов и до 17 октября подведет итоги конкурса. В этом году в конкурсе 5 номинаций. И в каждой номинации будут определены победители, определены победитель и 2 призера. Они получат дипломы Министерства образования, науки и молодежной политики, а остальные получат электронные сертификаты. Итак, какие же номинации у нас? Первая номинация – это лучшая методическая разработка. Лучшая методическая разработка по урочной деятельности. Великая Отечественная война. Тема «Комикы. Литература. Урок Ясвылы». Тема Великой Отечественной войны на уроках коми-языка и литературы. Здесь все конкурсные работы должны соответствовать содержанию учебников предметной линии комиков для 1-4 классов и для 5-9 классов, а также содержание учебников предметной линии «Лытища небо» и для начального звена и коми-литература для 5-9 классов. И в этой номинации работы принимаются только на коми-языке. Кроме этого, сюда, в эту же номинацию, можно присылать работы по программам «Государственный коми-язык», 1-4 класс и 5-9 классы. Здесь уже допускаются и русскоязычные работы. Дальше, следующая номинация. Это лучшая методическая разработка по урочной деятельности. Тема Великой Отечественной войны на страницах произведений писателей Республики Коми. Все конкурсные работы в этой номинации должны соответствовать примерным программам учебных курсов «Литературное чтение» 1-4 класс и «Литература Республики Коми» 5-9 класс. Дальше. Лучший проект по внеурочной деятельности и Коми Грезден Четверменте Дорисны о тружениках тыла. В этой номинации принимаются проекты по истории Республики Коми и краеведению, которые должны соответствовать программам учебного курса «Край, в котором я живу» для начального звена и примерной программе «История и культура Коми края» 6-9 классы. Дальше, следующая номинация, 4. Это лучший проект по историческому краеведению и музейной педагогике. Здесь можно выбрать одну тему на выбор. Это или Великая Отечественная война в творчестве художников Республики Коми, или же Учителя-фронтовики Коми АССР, или еще одна тема на выбор «Эхо войны. История одного музейного экспоната времен Отечественной войны». Вот в этих номинациях, во 2, 3 и 4, можно писать
как на коми-языке, так и на русском языке. И последняя номинация – это лучшая творческая работа на тему «Митая курит воясы об вунадей». Так. Здесь мы принимаем работы собственного сочинения на коми-языке. Это могут быть стихотворения, рассказ, эссе, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Далее. По каким же критериям мы будем оценивать ваши работы? Это соответствие содержания конкурсной работы поставленным целям и задачам, целостность, логичность и структурированность выполненной работы, а также соответствие содержания конкурсных материалов требованиям федеральных стандартов. Следующий критерий – это возможность широкого применения в образовательном процессе, оригинальность подачи материала, новизна идеи, а также жюри смотрит на грамотное и эргономичное оформление, чтобы в работе отсутствовали орфографические и ошибки, чтобы соблюдалось качество технического исполнения, да, а также соблюдение авторских прав. Жюри будет оценивать конкурсные работы в баллах на основании критериев, утвержденных настоящим положением, и формирует рейтинг участников конкурса. 3 участника в каждой номинации, как я уже сказала, имеющие самый высокий рейтинг по результатам конкурса, объявляются победителями и призерами конкурса и награждаются дипломом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Участники конкурса, не ставшие победителями и призерами, получают электронные сертификаты. Также лучшие работы, то есть работы победителей и призеров, будут опубликованы на портале «Открытое образование Республики Коми». Все наши, вот это все положение, все документы, которые вы должны предоставить, можно посмотреть на нашем сайте института, а также в нашей группе ВКонтакте. Вот. Ну, на этом у меня все. Если есть вопросы, задавайте. Отвечу на ваши вопросы. Напоминаю, что осталось совсем немного времени. Работу мы принимаем до 30 сентября. Так, вижу, что вопросов нету. Спасибо за внимание. До новых встреч.